Тяжело больную Маку Хамуратову Ивлоеву в сопровождении врачей из Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» доставили накануне в Ингушетию. Ее разместили в Республиканской клинической больнице имени Ахушкова, где для нее были созданы все необходимые условия. Возвращение женщины на родину стало возможно благодаря главе республики Махмуду Али Калиматову, к которому обратились ее родственники. Средства на приобретение билетов по маршруту Париж-Москва-Назрань были выделены из Фонда национального развития Ингушетии. Весомый вклад внес благотворительный фонд «Сбор Далакова», а также ингушская диаспора во Франции, которая оказала помощь в погашении долга перед клиникой, где пациентка проходила лечение. Женщина впала в кому после кесарево сечения и по сегодняшний день находится в парализованном состоянии, не разговаривает. Муж женщины перевез ее в Париж во второй половине 2018 года, где она проходила лечение более 2 лет. Я хотел бы выразить слова благодарности французским врачам, которые оказали помощь в лечении нашей соотечественницы Маки Хамуратовой. Хотел бы спасибо сказать. Действительно, они сделали очень большую работу. Здесь необходимо также отметить роль французских властей, которые по обращению нашей диаспоры, в частности из Сыбокова, оказала содействие возвращению нашей соотечественности на родину. Это как раз-таки пример вот такого гуманитарного, человеческого отношения между странами. Здесь необходимо отметить очень большую роль Министерства здравоохранения нашей страны, Российская Федерация, которая по моему обращению приняла оперативно меры, оказала содействие по организационным вопросам и по поручению главы нашей республики медицина катастроф Российской Федерации осуществила доставку нашей больной на родину. Все расходы по доставке нашей соотечественницы были профинансированы Фондом национального развития республики. И, как уже мы знаем, установку главы нашей республики Махмуда Али Макшерипича, это в центре всей деятельности и всех властей, и всех чиновников стоит житель республики. Все должно быть обеспечено для выражения интересов всего, ну, прежде всего, простого человека.